Мне было 5 лет, и отец взял меня, потому что мама была в Москве в командировке, не с кем было оставить, и мы пошли на премьеру спектакля «Нашествие» Ебороло. Это был 81-й, наверное, год. Я даже не помню, сколько мне точно было лет, но я запомнил, что это был спектакль, запомнил, как играл Равиль Шарафиев, там играл Азияр Шакиров, Шавкат Бектемиров. На самом деле это было здание на улице Горького, в старинном историческом здании, где сейчас театр Тинчурина. Вот, наверное, первое знакомство с ним было тогда, с театром. Я несколько спектаклей помню в старом здании, но основная, конечно, часть моих воспоминаний связана с новым зданием, начиная с 86-го года, уже когда я был постарше. И здесь были замечательные спектакли, я помню, и «Портфель» мы смотрели, и «Молодые сердца», «Голубая шаль», «Казанское полотенце». Этот театр всегда отличал такая связь с народом, с его создавшим, потому что в отличие, например, от русского театра, в отличие от многих других театров, где театры возникали по указу сверху, там, по какому-то декрету, либо наш театр возник сам в гуще народной. И первые актеры, первые режиссеры, они были совсем молодые, им было по 18, по 20 лет, когда возник театр. И, видимо, с тех пор, поскольку очень сильно извивалась, изгибалась история театра, единственная линия преемственности, по которой, значит, эволюция происходила, это актерское искусство. И актеры всегда, наши старшие, всегда помогали молодежи, пестовали. Ну, были, конечно, какие-то, подсмеивались, какие-то розыгрыши, как это в театрах принято. Это, ну, конечно, не без этого. Но в целом всегда очень доброжелательное отношение было к старших, молодых, уважительное отношение молодых к старшим. И вот какая-то связь с народом, с царским народом, она была очень, и сейчас очень крепка, и во все времена была очень крепкой. И, наверное, этим и обусловлено, тем, что, в общем-то, театр всегда отвечал запросам публики. «22 декабря общественность республики торжественно отметила 70-летний юбилей Татарского государственного ордена Ленина Академического театра имени Галиаскара Камала. С теплой приветственной речью обратился к юбиляру секретарь обкома КПСС Мурзагит Фатхевич Валеев. Коллектив театра поздравили заместитель министра культуры РСФСР Кочетков, многочисленные гости республики. Со дня своего основания и на протяжении всего творческого пути театр был верен национальным традициям, высокому реализму, всегда чутко откликался на веления и запросы времени. Руководитель труппы Сайяр Габдулла Кариев стал родоначальником татарского театра и его первым режиссером. Театр по праву гордится целой плеядой имен, каждый из которых яркая веха в его становлении и развитии. Выставка в фойе рассказывает об истории юбиляра, его наиболее ярких этапных постановках. Кинохроника сохранила эпизоды знаменитой, нисходящей и поныне со сцены постановки «Зангар-Шаль».
После приветствий казанских и многих других театров страны с ответной речью выступил главный режиссер театра имени Камала Марсель Салимджанов. Разрешите мне от имени коллектива нашего театра поблагодарить всех наших дорогих гостей, которые оказали нам большое уважение и в нашем скромном, но очень близком и дорогом нашему сердцу здании разделили наш большой праздник. И всех участников сегодняшнего торжества я благодарю. Биг зур сизга, театр исминар рахмет. Новости культурной жизни. Сегодня в Казани состоялся торжественный митинг, посвященный открытию нового здания Татарского академического театра. Казанцы любят свой театр и гордятся им. Новоселье театра – большое событие в культурной жизни нашей республики. Марсель Хакимович, мы думали найти вас в новом здании, а вы все еще у себя в старом кабинете сидите. Что, трудно решиться на такой переезд? Все татарские корифеи работали здесь. Вот как-то это здание уже прокоптилось, пропотело потом наших корифеев, наших драматургов, наших выдающихся артистов. Вот иногда мне говорят, ну что ты волнуешься, переедешь в тот театр, вот ты же на гастролях бываешь, играешь спектакль в других городах, так же и переедешь. Но там мы играем готовый спектакль, но спектакль ведь создается где-то. И самое важное на театре – это процесс создания, процесс репетиции. Мы в своем доме знаем каждую половицу, каждый гвоздь, где вбит. Мы здесь привыкли работать, привыкли создавать. Создавать надо совершенно в других условиях. Но прежде всего, там, значит, огромная сцена в 4 раза больше, чем это. Нам надо изменить свое сознание. Оно пока еще в рамках этого театра работает. Kızlarını şurlattı. Şurlattı! Вот, например, это Зангаршаль, голубой шаль, да? Наизусть знают же все. Вот я наизусть знаю это уже, я уже не знаю, сколько раз смотрел, я не помню. Я опять иду. Для меня это, например, не сюжет, не актерские игры. Но для меня все равно это какое-то священное действие. Вот у татар, у башкир, скажем, песни там считают как литературу, как прозу считают. Вот тяга к игре, я не знаю, у нас, например, вот Аяз Гилязов любит говорить, он говорит, вот даже такой, скажем, далекий от искусства человек из деревни приезжает, скажем, торговать мясом на базар. Он днем торгует, вечером все снимает, бреет, чистится, идет в театр. Это великое дело, если приезжает гость кому-то, он обязательно ведет в театр. Ну, прежде всего, традиционно наш театр силен актерами. Он всегда был актерский театр. Где-то наш театр по традициям близок к малому театру. И не зря вот мы первую студию, значит, обучили там при Малом театре. И сейчас у нас обучается группа, опять же, значит, при Малом театре. Мы во главу угла ставим это прежде всего создание человеческого духа, как говорил Станиславский. Я считаю всегда удачный спектакль, где хорошо играют актеры. Когда раскрывается вдруг неожиданный характер, прекрасно, когда какой-то тип или какое-то явление в жизни, понимаешь. Вот когда это удается, значит, нащупать именно через актера, вот это всегда интересно. İl boylığın toratırga bir kimge de ruhsat etilmez. Демагогия bu tülker! Demagogiya! Sen bu sözlerine yığışlarga çıkıp söyle, mıyık astından gına külüp tıngırlar. Ya indi, jiter indi, cümle silah. Yilge neft kirek, bilayamaya, neft! Bugün kirek, küp kirek, bit kirek. Mine bu indi şundan da demagogiya. Общественность Татарии отметила большое событие в культурной жизни. Татарскому ордену Ленина, Государственному академическому театру имени Галяскара Камала исполнилось 80 лет.
торжественный вечер открыл первый заместитель председателя Совета министров республики Хасанов. Неразрывны его творческие связи с культурой братских народов страны Советов, рожденной Великим Октябрем. Вот и сегодня в этом зале на нашем торжестве присутствуют гости, представители известных театров союзных и автономных республик. Чувашстаннан без сезге, зур-зур, коня, салям алып килді. Сейчас наступит волнующий момент. Народный артист СССР Шаукат Бектимиров вместе с главным режиссером, народным артистом СССР Марселем Салимжановым заложит эту доску в сцену нового театра. Они привезли ее со старой сцены, где зарождались и развивались традиции одного из лучших национальных театров страны. Hürmetli dostlar, big zur rahmet.